هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين Мухаммади ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Что касается сообщений о смерти человека, то это тоже является сунной, которая связана со смертью, и эту сунну желательно нам тоже стараться исполнять. Желательно оповещать людей, родственников, знакомых, кого он знал, кто его знал, о том, что такой-то, такой-то человек умер, и это сообщается не для того, чтобы показуху делать, не для того, чтобы для каких-то запрещенных действий в шариате, чтобы для этого это делается для того, чтобы лишний раз мусульмане могли бы прийти, сделать за него дуа, попросить Всевышнего Аллаха прощения у грехов, и как можно больше людей, чтобы собрать на джаназа намаз. Основная цель это должна быть. То есть довольство Всевышнего Аллаха, чтобы была какая-то польза умершему и в том числе тем, кто посещает это место. Потому что это большая милость Всевышнего Аллаха, большое вознаграждение ждет тех людей, которые идут на соболезнование. Поэтому основная цель также является, чтобы совершать джаназа намаз над этим человеком. К сожалению, мы видим, что зачастую мусульмане собираются, очень много людей на похороны приходят, могут собраться и тысячами, и сотнями людей, но на джаназа намаз мало кто приходит, если это совершается или дома, смотря в каком населенном пункте, как это делается, где-то совершается дома, где-то, допустим, там в мечети и так далее, то мало людей приходит туда, к сожалению, хотя из тысячи и тысячи людей. Вот в основном все должны стараться прийти туда с омовением, постараться, чтобы джаназа намаз над этим человеком делать. Если одновременно все вместе, если все тысячи или тысячи человек, если не получается, хотя бы часть совершает, потом другая и так далее. Для этого желательно сообщать. Когда же мы услышали о том, что какой-то человек умер, когда мы узнали о смерти мусульман, желательно читать мольбу, вызывать к Всевышнему Аллаху, дуа делать и покойному, и нам. Также и когда идем на соболезнование, лучше всего выучить эти дуа, они в сунне посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, есть, выучить их наизусть, читать. А не так, вот человек приходит на место, где соболезнование проводится, не знает элементарные пару слов прочитать эти дуа, просить Всевышнего. А теперь хотелось бы также напомнить некоторых нежелательных и запретных аспектах, которых ни в коем случае нельзя поддерживать мусульманину, поддерживая их в качестве как адаты, как обычаи, которые приняты в некоторых местах, в мусульманских обществах. Это связано с тем, что когда женщины, будь то женщины, в основном женщины, конечно, когда они царапают себя в лица свои царапают, бьют себя в грудь, там какие-то выкрики, как-то подпрыгивают, как-то бегают, какие-то запрещенные исламом деяния совершают, рыдают громко, и даже, говорят, в некоторых местах является модой специально давать деньги и вызывать плакальщиц. Плакальщиц для того, чтобы рыдать над этим покойным какие-то, чтобы они там какие-то стихи, поэмы, чтобы там читали, и вот это является категорически запретным делом. Нельзя даже, хоть не специально вызвали, а женщина или мужчина, находясь рядом с умершим, какие-то слова читает, каким-то образом себя ведет, что это делается для того, чтобы у окружающих вызвать слезы, плач. Вот какие-то слова говорят, ты такой, сякой, или как-то что-то говорят. Но если сердце болит, человек, конечно, может обратиться там к мертвому и так далее, но не с целью, чтобы вызвать слезы у окружающих. А у нас иногда в мусульманских обществах, иногда мы видим такое, вот собирается, особенно из числа родственниц, если она не плакала хорошенько, жена или дочь, или там кто-то из женщин, то на нее как-то косо смотрят. И она, чтобы все ее хвалили, старается там какие-то слова говорить, как-то, чтобы у всех вызвать плач и так далее. Этого нельзя делать. И вот этих таких плакальщиц тоже, которые специально приходят с этой целью, их надо выпроваживать из дома. Дома даже нельзя их таких людей, их тем более приглашать, им деньги давать, какие-то вещи делать, запрещается.
даже если человек завещал, именно завещал, не обязательно там в письменном виде, если он даже языком сказал, когда я умру, вот, пригласите такую-то плакальщицу, или побольше надо мной плачете, и говорите такие слова. Видели, чья-то дочь, чья-то жена, вот такие хорошие слова говорила, все там так сильно плакали, мне понравилось, поэтому, когда я умру, вы тоже эти вещи совершаете. Допустим, вот такие моменты могут быть, они есть, поэтому этому человеку, который завещал, чтобы над ним плакали, ему за это будет мучение, говорит, в могиле уже. Поэтому азаб увеличивается этого человека. Есть даже ученые алимы, которые говорят, если человек не завещал, чтобы над ним не плакали, даже ему, говорят, азаб будет. За то, что он не сказал, не завещал, мол, не плакайте, не плачьте надо мной. Если он этого не сделал, даже ему, говорит, будет азаб. Но есть большинство ученых, которые говорят, если он просто молча умер, не говорил ничего, то ему азаба не будет. Но есть, которые говорят, что надо было ему сказать, чтобы не плакали. Поэтому такой момент есть. Поэтому лучше всего, чтобы мы в своем завещании оставили пару строчек хотя бы, в которых было бы написано после моей смерти, и как я умру, все делайте согласно шариату, не делайте ничего, не произносите ничего, не совершайте ничего, что противоречило шариату. Все, что связано с моей смертью, исполняйте строго, как полагается по шариату. Не говорите тех слов, из-за которых вы можете впасть в неверие, или из-за которых вы можете впасть в грех. Вот, чтобы мы это завещали, чтобы сильно не рыдали, не плакали, запретные деяния по шариату, которые являются запретными, чтобы не совершали. Вот это желательно, чтобы мы вот такое завещание оставили. Но, естественно, человек, если сердце болит, плакать над умершим, вспоминая его, вспоминая о том, что не удалось, как положено ему, адаб делать, уважение проявить к нему. Жалость в любом случае у человека в сердце бывает, и тихо плакать, не рыдая, и не говорят такие слова, не выражаясь такими словами, из-за которых он может впасть в неверие или же в грех, и не совершая тех деяний, которые являются запретными. Таким образом плакать, конечно, не запрещается. Лучше, конечно же, проявить терпение. Можно напомнить, если у покойного были какие-то хорошие праведные деяния, которым отличался, можно это напомнить окружающим, не с целью вызвать слезы и так далее. А так, вот этот человек был, который никогда намаз не пропускал вовремя, допустим, совершал намаз, не откладывая. Вот какое-то хорошее качество, допустим, у него было, или много садака раздавал, или что-то хорошее делал, вот он такой человек был. Как бы, чтобы ему хорошие духа побольше делали, и чтобы у нас тоже появилось желание быть таковым. Вот с такой целью напоминать о его хороших качествах, запрета, конечно же, нету, можно, это желательно даже. У кого есть возможность, конечно, вот эти все запретные деяния, мы должны, если есть возможность, запретить это и избегать этого. Если нежелательно, также нельзя говорить о тех качествах, которые в этом человеке не были. Просто то, что в нем не было, эти качества восхвалят, и там, то, что он не делал, то есть лгать из-за того, что он умер, что-то хорошее о нем говорит, то, что он не совершал. А то, что совершал, тоже какие-то панигерики составлять, какие-то поэмы читать, тоже не восхваляется. Но если этот человек был действительно праведный, большой алим, шейх, такой человек, по нему вот марсият это называется, как бы о его хороших качествах рассказывал, какую потерю получила умма из-за того, что умер этот алим или этот шейх. Вот это не возбраняется, это даже считается хорошим. Так говорится в шариатских книгах. Также желательно, чтобы, если этот был праведный человек, чтобы поцеловали его в лоб, целовать также не является запретным. Напротив, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорится, что Усман ибн Маз'уна, он поцеловал, говорит, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Поэтому, если праведный большой ученый алим, поцеловать его не является для нас тоже запретным. Пусть Аллах Та'аля сделает нас из тех людей, конец которых оказался бы хорошим в имане. Алхамдулиллахи раббил аламин.